С нового года в России стартовал проект «Земский учитель». Предполагается, что он поможет решить главную проблему в системе образования – дефицит преподавателей в сельских школах. Главный аргумент – солидная финансовая поддержка. 1 миллион при переезде в деревню или город с населением до 50 тысяч человек и 2 миллиона тому, кто готов отправиться на Дальний Восток. На каждый регион рассчитано определенное число грантов. В Башкортостане их 55, при том, что в республике не хватает около 600 учителей. Stand up. Good morning, children. Good morning. Сейчас рейтинг самых востребованных учителей в России возглавляет преподаватель английского языка, а для сельских школ это и вовсе настоящая роскошь. Все потому, что молодые специалисты не спешат переезжать в глубинку, поэтому школьникам деревни Новотозларова повезло, у их преподавателя есть собственный автомобиль. Я любила английский со школы, и я больше просто не видела себя в другом русле, если честно. И, конечно же, я поступила на педагогический университет с мыслью, что я буду преподавать. Гульнур Русламханова – самая молодая учительница в Новотозларово, а возможно и во всем Бураевском районе. Но главное даже не это. Гульнур удается совмещать в себе идеалиста и реалиста. С одной стороны, она по-настоящему предана своему делу. Достаточно сказать, что ее зарплата около 15 тысяч рублей, так она еще и на бензин тратит почти половину. С другой стороны, ездить по 20 километров в день приходится в деревню, и отношение к ней у Гульнур, как и у большинства ее сверстников. Деревни, они всегда и были деревнями, они всегда пугали. Деревня – это больше для старости, для пенсии, так сказать. Не хватает элементарно развлечений для молодых. Все-таки страшно, повсюду лес. Это же все-таки деревня. Впрочем, изменить отношение молодых педагогов к глубинке вполне возможно. Нужен как минимум 1 миллион рублей. Это главная мотивация федерального проекта «Земский учитель» и последняя надежда для Новотозларовской школы найти учителя по математике. Х минус синус Х. Вакансия уже на официальном сайте проекта. Время подать заявку есть до середины апреля. А дальше останется только дождаться подведения итогов отборочного конкурса. Имена победителей будут известны в мае, а уже в июле с земским учителем заключат договор. Жаль только, что этим будет решена лишь часть проблемы. У нас почти четверть учителей именно предпенсионного возраста. Через какое-то время школа будет обескровлена, как будет спасать положение? Ну, я думаю, вот как раз вот программа «Земский учитель» поможет нам в этом. Потому что действительно больше наша молодежь, наверное, в сельскую местность, я не знаю, как все-таки завлечь. Этим вопросом задаются не только в сельских школах. Проблему решают на самом высоком уровне и, видимо, за дело взялись по полной программе. Возраст претендента до 55 лет, среднее или профессиональное образование. Ну и самое главное, желание поработать 5 лет в сельской школе. Условия для учебных учреждений. Население села или города не больше 50 тысяч человек. Наличие вакантного места, нагрузка учителя не менее 18 часов в неделю. Впрочем, в Башкирии похожая программа уже работает. Грант проекта «Сельский педагог» скромнее – 600 тысяч рублей, а вот требования значительно выше. Возраст участника не старше 35 лет, обязательный опыт работы и контракт заключается на 10 лет. Но в целом задача регионального и федерального проектов одна – снизить дефицит преподавателей на селе, можно сказать, любыми способами. Сельский учитель все-таки это проект, направленный на закрепление имеющихся кадров у нас в сельской местности. Программа же «Земский учитель» направлена на то, чтобы привлечь со стороны в эти школы, где у нас как раз имеются вакансии, педагогов из крупных городов, может быть, из других регионов, которые бы хотели приехать в Башкирию. Объявить школьную перемену – настоящая привилегия для любого ученика. Согласитесь, каждый из нас в детстве мечтал нажать эту заветную кнопку. Но, скажу честно, сегодня для нас сделали небольшое исключение. Все потому, что в школе абсолютно никого нет. Все занятия отменены. На улице 30-градусный мороз, ученики остались дома.
Вот даже здесь, у окна, чувствуется небольшая прохлада. Но некоторым преподавателям не до отдыха. Оказалось, что внеплановые выходные – отличный повод для косметического ремонта в классе. Ну, как вариант, например, обновить шифонеры. Это второй этаж нашей школы. Как видите, на стенде Ваша гордость? наша гордость нашей школы. А вот мой любимый кабинет башкирского языка и литературы. Благодаря погоде, скажем так. Уже начали ремонт? Начинаем ремонт. Уже сегодня начинаю ремонт. Хочу здесь все обустроить по-своему. Замене подлежат старые книжные полки, изношенные плакаты и стенды. Скоро здесь все будет новое. Альбина Нигаматова давно решила, если получит грант, то первым делом обновит собственный класс. Деньги от региональной программы «Сельский педагог» пришлись как нельзя кстати. Музыкальные инструменты для школы Альбина тоже купила за свой счет. Кубус уже есть, осталось дождаться, когда привезут курай. Пока ждем, коротаем время за партией в шахматы. Оказалось, что учитель башкирского языка еще и местный гроссмейстер и проводит занятия для детей. И да, новые шахматные доски Альбина тоже приобрела на выплаченный грант. Ну, как только я сдала документы для участия в конкурсе грантов, мы с мужем сразу договорились, я свои условия предъявила, если выиграю конкурс, 50 тысяч минимальная сумма. То, что останется от гранта после обновления кабинета, Альбина с мужем планирует потратить на участок под строительство дома. Все-таки собственное жилье для учителя тоже важно. В природе мы можем увидеть явление, например, экзотермической реакции. Это, допустим, извержение вулкана. Да? Посмотрим данный опыт. Будем доказывать, что данный опыт является экзотермическим. Итак, мы видим выделение энергии в виде тепла и света. Айгуль Мухамедзянова – еще один пример того, что образовательный проект работает, по крайней мере региональный. Переехав из Уфы в Кушнаренково, ведет сразу 2 предмета – химию и биологию. На выплаченный грант заканчивать строительство дома и менять его на драгоценные квадратные метры в мегаполисе уже точно не планирует. В селе там все, наверное, думают, что стоит какая-то избушка, и надо будет и воду таскать, и все. Сейчас все очень современно. Даже вот в моем районе, моя деревня, мы считаемся глубинкой уже. И интернет, вот, то есть я могу с родителями в Wi-Fi спокойно разговаривать по WhatsApp. В сельской школе, где преподает Айгуль, может позавидовать практически любая городская. Внутри современный ремонт и техническое обеспечение классов. Все видно? Хорошо. Теперь мы настроим на большой. Самое большое увеличение. Это у нас какой цвет? Синий. Хорошо. Но если сравнивать федеральные и региональные проекты не только по величине грантов, но и способов, как их освоить, то земский учитель не сможет распорядиться деньгами по своему усмотрению. Расходование средств допускаются только на приобретение жилья, погашение ипотеки и курсы повышения квалификации. Впрочем, не исключено, что Министерство образования республики сможет расширить этот список. Москва нам, конечно, сейчас немножко ограничивает. Они говорят только жилищные условия и только образовательный ценз. Но мы сейчас с ними вот в этом направлении находимся в споре, скажем так, консультациях. Я бы хотел, конечно, здесь еще добавить транспортное средство. Как вы думаете, может ли сейчас обычный преподаватель информатики из сельской школы позволить себе автомобиль? Нет, вы можете, конечно, сказать, что есть автокредит. В конце концов, можно приобрести машину поддержанную, если без колес совсем никак. Но все-таки деревня. Но тут речь идет о новой иномарке прямиком из автосалона. Сразу скажу, здесь все законно, без оформления кредита и даже при наличии ипотеки. Многие товарищи, друзья уговаривали именно погасить ипотеку хотя бы частично, со словами «неизвестно, что будет дальше, неизвестно, сможешь ли ты работать в школе».
Это Андрей Босов, учитель из села Серафимовское, тот самый преподаватель информатики, который потратил весь грант на автомобиль. Можно было бы послушать друзей и закрыть ипотеку, но в противном случае на собственный транспорт пришлось бы копить еще 10 лет. А Андрей все-таки не просто учитель. Заместителю директора школы и сотруднику управления образования района без машины никак нельзя. Никто не запрещает выполнять параллельно работу в других образовательных организациях. То есть, да, ты обязан отработать в этой школе 10 лет. Но никто тебе не говорит, что ты не можешь пойти в другую школу и подрабатывать в ней. Никто не говорит, что ты не можешь заняться репетиторством. То есть ограничений нет. Но все же федеральная и региональная программы – это лишь поддержка учителей. Преодолеть дефицит кадров полностью возможно только с появлением новых специалистов. В этом случае мотивировать следует даже не студентов, а выпускников школ, считают преподаватели. Ведь ради учителя село или деревня готовы платить за его обучение. У нас есть такое понятие с 2019 года, как целевое обучение. Когда студент или абитуриент заключает соглашение с муниципалитетом о том, что муниципалитет направляет его на учебу в условный педагогический университет или в любой другой, он отучивается там 4-5 лет и обязан по этому соглашению, за него будет платить или не полностью, а даже частично может платить муниципалитет или школа, а студент, выпустившись из университета, должен отработать там, где ему скажут. О том, что на селе нужны учителя, Регина Бармасова знает не понаслышке. Сама родом из небольшого городка, где до сих пор преподает ее мама. Поэтому, оканчивая 5-й курс педагогического университета, готова, не задумываясь, отправиться в глубинку. Если будет жилье, почему бы нет? Работы, считаю, обеспечит государство. Если будут предложения по Башкирии, почему бы нет? Я заинтересована, например, в Иглинском районе. Молодые специалисты могли бы много детям дать, благодаря своему такому молодежному подходу. Способы привлечь преподавателей в сельскую школу, конечно, не новые, но проверенные временем. Хотя возможность на этом заработать появилась, кажется, впервые за всю историю земства. Городские учителя отправились в сельские школы в середине 19 века, еще при Александре II. Тогда миллионы, конечно же, никто не выдавал, финансирование было намного скромнее. Поэтому сеять разумное, доброе, вечное отправлялись, как правило, бедные студенты и идеалисты. Позже советская власть сделает эту практику обязательной, и молодые специалисты поедут в глубинку по распределению. Такой долг родине будет продолжаться 3 года, после чего можно будет вернуться обратно домой или же остаться и работать дальше. Словом, все новое – это хорошо забытое старое. То, что преподаватели постараются не упустить возможность заработать миллион, можно не сомневаться. А вот получится ли их удержать в глубинке – большой вопрос. Это уже обратная сторона земских проектов. По словам преподавателей, участвуя в федеральной или региональной программе, нет никакой гарантии, что через год-другой учитель не потеряет работу. А ведь в случае досрочного прекращения контракта все деньги нужно будет вернуть государству.